Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь 2020 года для близнецов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Так, это карта общая на месяц. Карта начала месяца, середины и окончания месяца. Достанем 3 карты на отношения, 3 карты на работу, 2 карты на финансы, карта на здоровье и карта на итог месяца. Итак, у нас выпадает карта мыши как основная карта месяца для близнецов. Здесь может быть и положительно эта карта проигрываться, и отрицательно. То есть традиционно у нас как бы сразу ассоциация с мышами, что какие-то мелкие потери. Либо люди, которые вот нам доставляют беспокойство, неудовольствие, но мы никак не можем вот от них избавиться, трудно от них избавиться, да, от их общества. Могут быть мелкие какие-то расходы лишние, да, может быть слишком много расходов, которые подтачивают наш бюджет. Это вот все отрицательное, но может быть здесь и положительное, да. Мыши — это у нас такой дружный народ. Обычно мыши это мы рассматриваем как коллектив, да. То есть это может быть много работы, это может быть наша деятельность зависит не только от нас, но и от других людей, от коллектива, от тех людей, с которыми мы работаем. Это может быть организация производственного процесса, это сложности работы в команде или может быть даже усталость, раздражение, растерянность какая-то, когда мы не знаем, что делать, да. То есть вот как бы помехи такие могут быть в течение месяца. В начале месяца выпадает карта всадник. А это значит, что прямо с начала месяца какие-то новые люди могут появиться в нашем окружении. Это может быть, допустим, смена начальника, либо встреча с каким-то новым человеком, знакомство. Это могут быть даже события какие-то новые, да, то есть это не обязательно человек, это просто события как-то очень быстро развиваются и требуют от нас каких-то перемен. Ну и вообще любые новости тоже у нас описываются всадником, да. Особенно это касается поездок. Может быть, неожиданно поездка какая-то получится у близнецов, может быть, даже не рассчитывали, да, и вдруг получается. Или, может быть, кто-то в гости приезжает к вам, либо вы куда-то едете по работе, командировку. В общем, разного рода такие неожиданности, разного рода перемены, которыми будет полон вот этот начало сентября. А следующая часть месяца, середина месяца, здесь у нас выпадает карта коса. А в данном случае здесь время пришло для чего-то, да, вот что у вас назрело, что у вас как бы было в таком состоянии уже окончания, да, вот оно как раз начинает происходить. Это может быть завершение сделки, это может быть бракосочетание, завершение союза, рождение ребенка, в общем, все что угодно, что вот как бы долго-долго к этому шло, и вот приходит, наконец, результат. Да? Давайте посмотрим, чего это больше всего касается у близнецов. Но здесь мужчина у нас. Да? Мужчина — это может быть просто как вопросов, которые касаются мужской части вот вашей семьи или отношений с мужчинами, да. Это может быть и окончание, кстати, отношений с мужчиной, если вы женщина, да, смотрите. А также здесь может быть какой-то вариант по работе. Допустим, у вас там перемены в руководстве. Или, может быть, с одной должности на другую переходите, с одной работы на другую. Может быть, принимаете какое-то важное для себя решение, назрело, допустим, больше не могу на этом месте работать, перехожу. Или вот этот мужчина, он еще может быть как судья, да, здесь такой он ученый, с бумагами сидит, с книгами и так далее. Думает, решает что-то. То есть, может быть, для кого-то судебный процесс какой-то окончится наконец-то, да, и вы получите вот как бы то решение, которое вы ждали долгое время, и вот ваш период потерь вот этих заканчивается, да. В общем, все, что у нас назрело, все будет результат иметь в середине месяца. И в окончании месяца у нас карта письмо выпадает, причем здесь писем много, да, то есть большое количество информации, которую нужно обработать.
большое количество счетов, которые можно оплатить. Может быть, если вы учитесь, большое количество информации, допустим, надо выучить, подготовить, сдать какие-то экзамены. В общем, карта, которая говорит о том, что вы просто постоянно в информации, в общении, в переписке. Это, кстати, может быть часто даже и деньги, да, может быть какие-то сделки вы будете совершать в это время. Допустим, много мелких сделок, и в общем будет достаточно денежек, да. Может быть, будете оформлять какие-то доверенности, какие-то документы, будете оформлять договоры, заключать, и это будет много. Либо просто нужно будет собрать много каких-то бумаг вот для чего-то. Кто-то будет сдавать экзамены, да, и получит, ну, как бы, причитающуюся оценку ему. И здесь вот допуск к экзаменам, допустим, потом экзамены. В общем, что-то вот в этом роде у вас будет происходить. Давайте посмотрим, что будет говорить карты. Будут говорить карты про эти бумаги. Ну, здесь карта клевер выпадает. Это значит, все, что вы будете делать, оно все для вашей же удачи. Это будут новые какие-то возможности открываться благодаря этой информации, этим деньгам, новые надежды какие-то. И все ситуации, которые вы не могли предвидеть, они все будут заканчиваться счастливо. Так, теперь посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, карта собака. Собака здесь как бы такой породы, когда она чего-то от нас ждет, да, то есть у нас в этой колоде есть карта собаки, которая отдает, а это собака, которая старается получить, да. То есть будет знакомство, скорее всего, с человеком, который от вас будет требовать большого количества внимания. Но и сам он готов отдавать, но только взамен. То есть этот человек может стать вашим другом, да, но он как бы не настолько бескорыстный, да. Но, может быть, вам и хочется таких отношений, чтобы все было справедливо, да, чтобы все было, как сказать, ну, на равных, скажем так, отношениях. Для тех, у кого свое, что я говорю, для тех, у кого уже есть отношения, здесь все будет вращаться вокруг домашних дел, вокруг недвижимости, вокруг жизни вдвоем, с семьей, с родителями. Может быть, у кого-то это общее дело, семейный бизнес, может быть, покупки-продажи недвижимости и все в этом роде. Да, какие-то могут быть здесь дела, связанные с домом. И для тех, кто в ссоре, выпадает карта сад. А это значит, что у вас появится большое количество знакомств новых, да, и вы даже не знаете вообще, стоит ли вам возвращаться в те отношения с тем человеком, с которым вы в ссоре. Это раз. С другой стороны, карта может говорить о том, что вы рассказываете о своих проблемах большому количеству людей, и это, может быть, мешает вашему примирению. Работу посмотрим для близнецов. Для тех, кто в поиске работы, медведь, да, но медведь тут такой агрессивный, медведь, который долгое время был в спячке, теперь вот такой голодный и на все кидается, да. То есть вы можете согласиться на какую-то работу, которая вам, может быть, не очень подходит, но зато вот дает какой-то временный эффект, зарплату, да, в общем, все, что вам необходимо. Также вы можете столкнуться с руководством, с какими-то правилами, законами, которые будут очень агрессивны, и вам будет не очень комфортно в этом состоянии. А для тех, кто работает, выпадает карта коса. Здесь у нас как бы две косы выпадает, да. Вот для тех, кто работает, это окончание какого-то периода, это может быть окончание проекта, это может быть одна работа заканчивается, другая начинается, может быть даже действительно в другую организацию переходите, переезжаете на новое место, в другой офис, или может быть здесь получите признание такое за то, что вы сделали, да. В общем, карта такая, вот она показывает, что заработали, то получили. Сколько вложили, столько будет у вас там денег, внимания и так далее. Теперь для тех, кто своим делом занят, выпадает карта сердца.
сердце тут, в общем, бижутерия в форме сердечка, да. То есть это не то сердце, которое радует, да, которое вызывает какие-то эмоции. Может быть, вам сложно проявлять какие-то чувства, да, может быть, вам просто надоело заниматься этим делом, и вы просто как бы выжимаете из себя все соки, бросить не можете, потому что это вам заработок дает, и в то же время вам это не по сердцу. Давайте посмотрим дополнительную карту, что вам нужно сделать, чтобы этот месяц прожить комфортней, да? Ну, проще начать к чему-то относиться, и плюс дополнительное какое-то новое направление нужно открыть, которое нравится. То есть оставить то, что есть, то, что вас так утомило уже, просто для того, чтобы оно как бы работало само по себе, да? Вот. Но начать в это время что-то новое, и вот это вас как бы скомпенсирует. Давайте посмотрим, что в финансах у близнецов. А для тех, кто на зарплате Луна, ну, либо расходы на семью здесь слишком большие, да, либо, может быть, эмоции по поводу денег, нехватка денег, все деньги уходят там на семью, на детей, на продукты и на все самое необходимое, и вот все-таки вот такое ощущение, что денег не хватает, денег недостаточно. Вот. Но могут появиться и возможности какие-то дополнительного дохода, потому что Луна полная здесь, да, то есть проясняется ситуация с финансами, и вы знаете, что делать. А для тех, кто зарабатывает своим делом, выпадает карта женщины. Женщина здесь в возрасте, которая вяжет, да, то есть петелечка к петелечке. Она понимает, что как бы полотно будет создано, когда выполнен будет определенный труд. Так и вы тоже можете в финансах. Вы понимаете, что вы хотели бы много и сразу, но понимаете, что это невозможно в данный момент, и вы делаете все, да, для того, чтобы просто вот себя обеспечить. Найти вообще какую-то свою деятельность, чтобы вам было комфортно, удобно. И для того, чтобы вот это новое направление свое финансовое развивать, вам нужно еще и старое направление, привычное что-то, да, что дает вам возможности, деньги и так далее. Так, эта карта у нас здоровье лиса. Но лиса, в принципе, это выход из ситуации застоя. Да? То есть, если, допустим, у вас со здоровьем были проблемы, то появится неожиданный какой-то вариант решить вот ваш вопрос. Тем более лиса – это, знаете, жажда жизни, да, это карта, которая говорит о том, что я ищу нетрадиционные какие-то методы и способы лечения. Ну и также можно поддерживать хорошее состояние здоровья через творчество, занимаясь какой-то предпринимательской деятельностью, то есть когда вот у нас есть много желаний, которые нам дают энергию такую для жизни, да, то есть нас тянет утром там вскакивать с постели, начинать что-то интересное, важное. То есть если хотите, чтобы было здоровье, карты говорят, нужно, чтобы вам было интересно жить. Применяйте свои какие-то способности, таланты индивидуальные, и тогда все будет хорошо. И как итог этого месяца выпадает карта змеи, да? То есть действительно здесь есть угроза появления каких-то недоброжелателей, может быть, будут какие-то трудности, разочарования, может быть, ревность, может быть, манипуляции кто-то будет по отношению к вам допускать, вмешиваться в вашу жизнь, вмешиваться там в вашу трудовую деятельность. Может быть, будет хотеть ваших денег, да, там обмануть будет хотеть. Все это может быть. Но также эта карта и непредсказуемости, да, то есть по истечению месяца вы поймете, что вообще не ожидали вот такого сентября. И для вас это будет очень хорошим опытом. Вы станете мудрее, вы будете лучше разбираться в людях, вы будете лучше ориентироваться в жизни, в ситуации. То есть вы станете сильнее, вы сможете как-то с большей уверенностью в будущее смотреть. Друзья, желаю всем замечательного сентября. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.